Ассаламу алейкум. Доброе утро, дорогие друзья. Для того, чтобы потихоньку развивать канал, я вам буду рассказывать некоторые старые истории из опыта проекта Даймовка онлайн. Я надеюсь, что эти истории вам окажутся интересными и полезными. А если они будут интересными и полезными, я прошу вас подписаться и рекомендовать канал своим друзьям. Спасибо большое заранее. Итак, однажды, такая история. Однажды мне звонит мой знакомый, несколько лет назад это было. Звонит мой знакомый и говорит, что их фирма собиралась закупить какое-то оборудование у одной российской фирмы. Но что-то в какой-то момент появилось, какое-то подозрение, состоятельные они или нет. И прежде чем перечислить какую-то предоплату, они хотели бы найти человека, чеченца местного там в городе, который в этом городе мог бы проехать в офис этой фирмы, поговорить с ними, пообщаться, посмотреть, насколько это серьезная организация. А город, который назвали, это город Находка в Приморском крае. Он спросил, есть ли у меня знакомые в этом городе, но у меня на тот момент в этом городе... О, рыба прыгнула. У меня на тот момент в этом городе знакомых не было. Я сказал, что в любом случае найду. Положил трубку, набрал номер представителя главы Чеченской Республики в Приморском крае. Спросил у него. Оказалось, что хороший товарищ у него в городе Находка есть. Я сейчас не помню имя, к сожалению, прошу прощения. И позвонил этому парню. Он сразу взял трубку. Я представился, объяснил суть вопроса, суть просьбы. И он сказал, попросил он адрес, попросил телефон, название фирмы. Ну, оказалось, что этот адрес, эта локация от него находится буквально в 10 минутах. Он мне говорит, я сейчас как раз свободен, я туда сейчас езжу, буквально 10 минут мне туда доехать. Переговорю с ними и отвечу. Через 5 минут он звонит снова. Он говорит, я в дороге, я с ними уже созвонился, объяснил, что вот еду по такому-то вопросу, представился, они меня ждут, все нормально, я сейчас вам отзвонюсь. Ну, я занимаюсь своими делами и жду его. Проходит 10 минут, 20 минут, 30 минут. Минут 35 где-то прошло. И парень звонит. У него уже совсем немного другой голос. И он говорит, Иса, тут такая ситуация, говорит. Я приехал Я когда позвонил по этому адресу, я знал, что это большой офисный центр. И переговорил с ними, объяснил. Они сказали, да, мы здесь находимся, приходите. Я у них спросил, это офисный центр, на каком этаже, там, в каком кабинете находитесь. И они сказали, да мы вас встретим внизу. Все, договорились. В общем, и он говорит, я приезжаю, внизу никто не встречает. Звоню, на телефон никто не отвечает, потом телефон вообще отключается. И в результате получается такая ситуация. Я долго стою, уже полчаса звоню по этому телефону. Телефон уже отключен. Ассаламу алейкум. Телефон уже отключен. Ничего поделать не могу. Странная ситуация. Я тогда подошел к охране и сказал название фирмы для того, чтобы узнать, на каком этаже, в каком офисе они располагаются. И мне на охране ответили, что такой фирмы у них никогда не было. Я поблагодарил парня, обратно позвонил человеку, который меня попросил об этой помощи, рассказал ему ситуацию. И он говорит, тут мы так и подозревали. Спасибо огромное, вы нас выручили в этом вопросе. Спасибо этому парню. Вот такая очень простая ситуация. За эти несколько лет, пока активно действовал проект Даймовка онлайн, очень много было подобных ситуаций, когда люди звонили, писали, просили проверить какую-то информацию, просили ситуацию какую-то проверить. Машины пытались купить, а потом еще как-нибудь расскажу.
другое, третье. И, к сожалению, очень часто оказывалось, что действуют мошенники. Поэтому такой вот небольшой совет. Знайте, что бывают такие ситуации, и в меру возможностей всегда, если действуете там через интернет, тем более через как-то связываетесь, старайтесь информацию проверять, прежде чем отправлять куда-то деньги, вот, или предпринимать какие-то другие действия. Вот такая вот маленькая простая история на сегодня. Все. Если кажется интересным, полезным, прошу подписываться. И удачи, до встречи. Ассаламу алейкум.